Город Алушта. Палаточный городок перед горисполкомом. Biz 52 gün duruyor. O 52 gün pek zor bunda oluyor. Pek zor. Onu hepsi adam öyle durup olmaz. «1990 год был очень горячим для крымско-татарского национального движения. Советский Союз уже стоял на пороге неминуемой смерти, что ощущалось в смене политического климата по всей стране. Все больше крымских татар возвращалось на родину, многие из них без средств к существованию, без единой возможности приобрести жилье и обустроиться. И к лету 1990 года по всему полуострову стояло уже 38 пикетов. Все помнили недавние события – разгром пикетов в Дегерменкое в конце 89-го. У нас дома старики, мои родители уроженцы этих мест. Вон дом моего деда. Aslı başı Dermenkoy'dan başlardı piketin. Dermenkoy'ga vaqti samazahvat derdiler. Samazahvatga kelip turgandaki vermediler. Vaqti koteklep diyeceğim, urup diyeceğim. Bütün palatkaların yıkıp, yakıp kuğandılar deyip bir 6-7 adamı kapagandılar. Meni de kapagandılar. Bir haftadan sonra, 3-4 günden sonra vergendiler. Son Ahmetçik'e, piketke varıp çıkandım. Anda piket vardı. Anda başladık son Aluşta'ya piketke kaytıp gelmeye deyip. Участники общекрымского пикета, стоявшего на площади Ленина в Ахмеджите, приняли решение отправить людей для организации пикета в Алуште. Весть о том, что появилась возможность вернуться в родные края, быстро разнеслась среди уроженцев Алуштинского региона и их потомков. И 15 апреля 1990 года они начали один из самых продолжительных и самых успешных городских пикетов в истории национального движения. Среди них был и Сидхалил Джаксим, один из лидеров пикета. Вдруг приходит телеграмма нам, приносит почтальон телеграмму, он пишет: «У меня все нормально, я в Алуште стою на пикете». Мы в шоке все. Как Алушта тут, какой пикет? То есть для нас это было вообще что-то. Мы вообще ничего не поняли, ни родители, ни я тогда с детьми. И проходит несколько дней, он вырывается, значит, с этого пикета, за вещами приезжает, на поезд садится, приезжает домой. И, значит, я сейчас, говорит, вам все объясню. Так я узнала, что мы стоим на пикете. Я приезжала с детьми, иногда тоже вырывалась оттуда. Но там не было условий, конечно. Было очень тяжело там с детьми находиться. Но мы все равно приезжали, с детьми стояли с плакатами, требовали. Наша цель была вернуться на родину. И мы всячески, как говорится, все делали для того, чтобы нам это позволили. Мы были молодые, мы не замечали эти трудности. Всегда хотели вернуться на родину предков. Всегда об этом думали, тем более, когда повзрослели. Я закончил пединститут, художественно-графический факультет, и у меня была обязанность писать плакаты. Требования вернуть, дать, разрешить и так далее. Вот я занимался плакатами. Вечерами за горисполкомом готовили еду, ели, общались, готовили новые требования. Вывешивали плакаты, чтобы люди понимали, проходящих очень много, отдыхающие, которые приезжают на море отдыхать, а мы должны проинформировать людей всего Советского Союза, да и не только Советский Союз тогда еще был, тогда приезжали из-за границы. Требования у нас были это, в первую очередь, земельный вопрос, в вторую очередь, это восстановление автономии крымско-татарского народа. И третий вопрос – это, естественно, родной крымский татарский язык и вытекающие все дальше вопросы уже обустройства. Задача пикетчиков была находиться там,
демонстрировать наши требования путем плакатов, путем разговоров с прохожими, как активно действовать, при этом соблюдать соответствующий порядок, чтобы у правоохранительных органов не вызывало никаких побуждений нас приструнить или там убрать. Дисциплина была у нас на пикете очень строгая. Даже за плохую дисциплину исключали из состава. Ну, таких случаев не было, но постоянно говорили об этом на собраниях. Каждый старался вести себя очень порядочно, потому что каждый хотел в Крым получить участок, землю. Постепенно сформировалась инициативная группа участников пикета. В нее входили Сейдхалил Джаксим, Наджия Тахтарова, Усейн Дандан, Искендер Касымов, Зарема Шестакова, Садых Берберов и Ульвия Аблаева. В обязанности группы входило взаимодействие с местными и республиканскими властями. К 1989 году уже на уровне Верховного Совета СССР было объявлено, что все законы, репрессивные законы в отношении крымско-татарского народа должны быть отменены, утрачивают силу, и поэтому у властей практически не осталось аргументов, да, на законном основании сказать вон отсюда, там, применить силу. Но на местах, видимо, они получили установку, что делайте все для того, чтобы им не хотелось возвращаться. Ведь Алушта была населена на 97-98%, Алушинский регион, вот как мы сегодня знаем, крымскими татарами. Там другого населения не было. И поэтому, если бы мы все вернулись, алуштинцы, это был бы крымско-татарский район, местная власть как могла сопротивлялась, как могла затягивала эти вопросы, усложняла решение этих вопросов. Ну, они делали это уже на свое усмотрение, скажем так, зная, что наверху за это они получат одобрение. Они нам говорили, ну, мы бы рады вам помочь, но у нас нет земли, у нас ресурсов нет, у нас воды не будет хватать, у нас и так с этими вопросами проблемы, с обеспечением продовольствием. Мы говорили, да, мы понимаем, что это действительно так, но ведь это преодолимые вещи, воду можно поискать, землю можно поискать, можно найти. Они уже не могли нам отказать. На сессии городского совета они принимают решение, что в целях обеспечения землей возвращающихся крымских татар создаем комиссию. И в эту комиссию включают несколько человек от нас. И мы разъезжаем по региону алуштинскому. Нам предлагают. И таким образом они делали вид, что ищут землю вместе с нами. Мы делали вид, что мы им доверяем, и тоже с ними ходили. Вот. И так, скажем, прошло определенное время. Пикет стал бельмом на глазу местных властей, но не меньшее недовольство он вызвал и участие местных жителей. Администрация города и все люди, местное население, восприняли это как угроза для них. Как это так, приехали и начали тут просить у нас землю. Были очень много выступлений местного населения. Их привозили на автобусах специально с разных сел города Алушты. И они, в общем-то, конечно, все кричали и говорили о том, что чтобы мы убирались. Нам и дымовыми шашками в нас кидали, к нам ночью запускали этих пьяных водителей, которые залетали на исполкомовские лестницы прямо к дверям. Мы что только не испытали на этих пикетах. Ну, народ был настроен воинственно и сказал, мы никуда не уйдем до тех пор, пока вы не решите этот вопрос. Мы вас не трогаем, и вы нас не трожьте. Мы требуем свое. Только hepimiz bir kulak olup cığırsak son Vladimir Cemaat çok. Люди не все выдерживали, кое-кто уже отсеялся, кое-кто уже, скажем, потерял надежду на то, что это может получиться. Трудности были в том, что это было долго. Можно было и отчаяться. Ну, были такие, которые говорили, ну, наверное, ничего не получится. Основная масса выдержала, и мы счастливы были тогда.
Очень были счастливы, что у нас получилось. Одно всех объединило – это то, что кто уроженцы, не уроженцы, что мы открыли Алушту, что мы в Алуште и должны стоять до конца. Вот это настроение было у всех. Люди, конечно, многие прямо не на жизнь, а на смерть стояли. Потому что понимали, что если сейчас уйти отсюда, то нам никто, потом нас сюда вообще никто не пустит. Надежда всегда была. Мы для этого сюда и вернулись. Без надежды тяжело. Ну, в те годы мы были помоложе, и дух был, и настроение было хорошее. Вот. И мы знали, что мы здесь будем жить. Ситуация начала меняться к сентябрю. Из Ахмеджита пришло предложение перевести пикет на самозахват, но инициативная группа решила придерживаться выбранной линии, в отличие от ялтинского пикета, который 16 сентября ушел на обустройство самозахвата и был разбит. Переломным моментом стала встреча инициативной группы с Виталием Дагужиевым, заместителем председателя Совета министров СССР, оказавшим давление на местные власти. В начале октября 1990 года 360 участников пикета были прописаны на территории совхозов Алушта и Малореченская. Все время мы в ожидании были, что вот-вот дадут, вот-вот дадут. И в очередной какой-то значит, муж приезжает. 29 сентября он приезжает в Херсон с домовой книгой и с пропиской. То есть нас прописали на колышке. А это был прям в день рождения моего сына. И он приносит и дает, вручает ему в руки эту домовую книгу, а этот ребенок, ему 2 годика исполнилось. Он не может понять, он говорит, вот этот подарок всей нашей семье в твой день рождения. Вот наша прописка была. Поэтому на всю жизнь запомнил. Вчера 30-е было, вот моему сыну 37 лет исполнилось уже этому сыну. То есть 35 лет назад мы в этот день прописались. А когда мы приехали сюда, и сами и воду провели, и дороги сами начали строить, скидываться, кого-то подключать. Государство толком и не помогало нам. Мы сначала вырубали, здесь сплошной лес был. Екі балам oldu мындан еді қырымда. 9-дан ешін торыным бар. Өбет, қуанам. Пикет в Алуште, выстоявший полгода, оказался одним из самых успешных для крымско-татарского национального движения. Несмотря на все трудности, сотни семей получили возможность жить на родной земле. И сегодня участники пикета живут дружно, как родственники.